Галина Иннокентьевна, несколько минут назад мы отъехали от станции Томот по железной дороге в направлении Якутска. 27 июля железная дорога вводится в постоянную эксплуатацию. Событие долгожданное, на это потрачено много лет, много средств, много сил. Но на ваш взгляд, вообще это оправдано все было? Ну, вот если говорить оправданно, это значит, наверное, ничего не сказать. Потому что мы же прекрасно понимаем, что экономика любой территории начинает развиваться, когда создана инфраструктура. И в первую очередь, конечно, транспортная инфраструктура. Вы же вот даже по своей жизни видите, что если вы, допустим, хотите построить дом или построить как бы дачу, да, и в первую очередь вам что нужно? Вам нужна линия электропередач, нужен свет по-простому, и вам нужна дорога. Если этого не будет, то вы даже не начнете обустраивать вот, место, где хотите построить себе дом или дачу. То, что у нас было принято решение, и на самом деле это долгожданно для республики, будет сегодня в режим постоянной эксплуатации введено и постоянное пассажирское движение, и грузовое движение, которое уже идет. Конечно, это много решает в республике и дает большие возможности с точки зрения развития экономики, с точки зрения социальных вопросов. Это связано с теми же вопросами завоза товаров, продукции. И даже понимаете, вот те же маршруты, которые будут между Нерюнгри и Алданом, люди уже будут знать, жители наши будут уже знать, что эта дорога функционирует в режиме постоянной эксплуатации, что она завершена, что постоянный режим ее открыт. Ну а как думаете, Думаю, будет она востребована так? Потому что в столице нашей республики есть хорошая логистика авиа, да? Ну, знаете как, когда это не испытано, будет все решаться в сравнении. Для каждой семьи, для каждого жителя республики будет приниматься решение самостоятельно. Кто-то с позиции как бы того, чтобы посмотреть территорию нашей России огромную, будет ехать на поезде. Кто-то будет понимать, что ему очень удобно с точки зрения как бы да, цены билета. Это по-разному. Ведь я помню, что первую свою поездку на поезде мы тоже со своими родителями ехали 5 суток. Вот наша семья, родители и 3 детей, исходя из возможностей бюджета моей семьи, мы ехали на поезде 5 суток. Я помню эту поездку до сего времени, поэтому здесь даже, наверное, особо вот и не надо ничего прогнозировать. Жизнь покажет, что это будет востребовано, должно быть востребовано. Не менее амбициозная задача строительства моста через реку Лена. Когда все-таки мы дождемся? Ну, я немножко вернусь в историю, тогда благодаря приезду сюда Грефа в республику Саха-Якутия, ну не сюда, в республику, было принято решение о том, что в программу Дальнего Востока, тогда она была программа Дальнего Востока, непосредственно находилась в полномочиях компетенции Министерства экономики, включили мостовой переход, и я сумму сейчас даже помню, это было 50 миллиардов. Это столько времени, конечно, очень прошло. Это прошло очень много времени с этого периода. Деньги эти перекидывали. Когда их перебросили в общую программу транспортной системы, в итоге получилось вот как получилось, да? И были уже какие-то проектные решения, были общественные слушания, участвовали много институтов, которые, в общем-то, высказывали позиции, что это будет. Наши коллеги из Министерства, с правительства республики ездили, смотрели и вариант тоннелей, и разные варианты. Ну, на какой сегодня мы находимся стадии, сложно как бы сказать, потому что поскольку я знаю позицию правительства Республики Саха-Якутия
мостовой переход и переговоры, они сейчас ведут с Минтрансом России и с правительством. А сказать, наверное, никто сейчас не скажет, в каком году начнется строительство мостового перехода. Я вот не могу это сказать. Ну, продолжим о строительстве, но уже не дорог, а жилья, а конкретнее о программе переселения из аварийного жилья. Вот жители Тамота на встрече задавали вам вопрос, непосредственно жители поселка Синегория, Аямовского поселка, которые хотели бы вернуться на свою родину, откуда они приехали на строительство дороги, и получив компенсацию за свое аварийное жилье, но только не оценочную, а ну хотя бы рыночную. Возможно ли это вообще? Как всегда, жилищный вопрос, он достаточно сложный, наверное, для каждой семьи, для каждого жителя любого субъекта. Ну, как и для нас, потому что у нас процент аварийного жилья достаточно высок. Но мы сейчас говорим как бы о конкретной программе о переселении граждан из аварийного жилья. И Республика Саха-Якутия здесь благодаря вот работе, кропотливой работы с федеральным центром, она получает поддержку с федерального бюджета достаточно существенную на программу 19-24 года. Очень здесь неплохо, хорошо даже сработала администрация Алданского района и провела работу по признанию жилого фонда, которого достаточно много в Алдане, по признанию его аварийным, и вошла в программу. Если говорить непосредственно о Тамоте, то 245 многоквартирных домов вошло в эту программу, и непосредственно в эту программу вошло и Синегорье. Потому что программа, которая касалась вот тогда переселения по БАМу, мы, в принципе, туда не попали. То, что сегодня говорят жители Синегория и говорят о том, что они хотят получить компенсацию по стоимости, допустим, да даже я не могу сказать, что они рыночные, они хотят получить компенсацию по стоимости квартиры, сколько она стоит, допустим, в Новосибирске. Но могу сразу сказать, что такой подход, он не пройдет. Если сейчас как вариант будет рассматриваться компенсация, а это возможно, это я как рассуждаю, какое правительство примет решение, пока непонятно, но она должна быть по методике общей как бы для всех. То есть эта методика не может быть исключением из правил. То есть мы одним платим по таким правилам методики, а другим платим по такой методике. У нас, допустим, четко определено было, по каким нам мотивам и по какому расчету мы выдаем субсидию для выезжающих с районов Крайнего Севера, и все прекрасно понимают. На члена семьи такой-то квадратный метр, стоимость такая-то, и в принципе определяется сумма сертификата. Поэтому здесь варианты могут быть разные. Какое решение сейчас совместная администрация Алданского района примет с правительством республики, ну, думаю, что найдут решение. А то, что сегодня Алданский район вписался и вошел в программу, которая будет работать с 2019 до 2024 года, включительно, и она обеспечена финансовыми ресурсами, я считаю, что это очень большое, как бы, да, это большое дело. И, в принципе, конечно, хотелось бы, чтобы эта программа и этот жилой фонд и эти средства остались в республике. Региональные операторы по уборке твердых коммунальных отходов. На сегодня это проблема. Нужно, наверное, вносить поправки в закон. Не справляются на месте региональные операторы, в частности, в республике, в Алданском районе. То, что сегодня, в общем-то, перед нами поставлена задача, как перед депутатами Государственной Думы. Когда вы выезжаете на региональную неделю, вы должны смотреть анализ и мониторинг правоприменительной практики. То есть, как реально работают законы на местах. Вот что мы как бы видим с региональным оператором. Но, однако, что не срабатывает и где есть определенные пробелы в законодательстве, сегодня никто не говорит. Вот я уже слышу много. Вот региональный оператор, он не справляется. Региональный оператор, он
наверное, не сможет решить вопрос и ту задачу, которая перед ними поставлена, да? Но, однако, скажите, а что вы хотите поменять-то? Вот вы хотите, допустим, когда вопрос стоял по стоимости за вывоз мусора, понятно, проанализировали, посмотрели, отрегулировали, да? Сейчас вопрос стоит, что вот региональные операторы это вот что-то такое, что не справляется, да? Тем более, что я знаю, что у вас вот региональный оператор, а тема-то она, наверное, заключается в том, что даже опять-таки в людях. Вот я, например, понимаю, что очень хороший, наверное, бизнес, да? Вот. Я решила стать региональным оператором. Поучаствовала вот в этой всей истории с отбором. А в итоге у меня ничего нет. Ни машин, ни техники, ни людей. И вообще я в этом ничего не понимаю. Я выигрываю и думаю, манная небесная свалится с неба, у меня будут потоки, но при этом я не, как бы сказать, не способна сама что-то делать. Это неправильный подход. От этого вот вся вот проблема-то возникает. И сейчас, если мы, допустим, Министерство жилищно-коммунального хозяйства проанализирует и увидит какие-то пробелы в законодательстве и будет их предлагать, я буду этим заниматься. Это однозначно, потому что многие вопросы, которые они возникают, мы с ними занимаемся и решаем. Ну и в завершении кратко итоги поездки по Алданскому району. Ну, первое, да, что я хочу отметить, очень так коротко. То, что сегодня на самом деле жители своим волеизъявлением, своим желанием обустроили парк. Вот именно комфортная среда, благоустройство территории, которую мы видели. На самом деле реально это вот то место отдыха, которое будет для души, для детей, для взрослых. И то, что сегодня вот чисто финансирование, устройство этого парка есть как бы участие федеральных денег. Точнее, достаточно. В Алдане, да, в Алдане. Очень хорошая площадка, очень хороший парк. В Алдане мы увидели впервые, что и вы впервые проводили ИСЭХ. И вот эта площадка, которая обустроена для этого праздника, она, мне кажется, тоже создала определенную солидарность, консолидацию и вот другое внутреннее состояние, мне кажется, вот алданцев. Вот люди, ну, наверняка на ИСЭХе были не только жители Алдана, а были жители всего района. И думаю, что вот это должно стать такой традицией. Если говорить о встрече с коренными малочисленными народами, с оленеводами, на самом деле считаю, что встреча прошла очень конструктивно, по-рабочему. И вот те вопросы, которые справедливо ставили, они имеют место быть, и над ними надо работать. Мы уже договорились, что завтра мне специалисты, которые были подготовить материалы по внесению изменений в законы, по оказанию чисто помощи для решения вот этих вот судебных вопросов, по общению с Министерством внутренних дел. Вот все, что я для себя определила, все это мы как бы будем этим заниматься совместно. Что по тому встречу с населением, где остро ставились вопросы по жилью, по реализации программы аварийного жилья, что для себя я вот, как бы сказать, выявила, да, и поняла. Мне кажется, что есть очень такое вот, есть мнение, что люди не располагают достоверной, правильной, своевременной информацией. Вот если бы до людей доводили постоянно эту правдивую и своевременную информацию, то такой ситуации бы, может быть, и не было. Да, есть точечные вот такие вот вещи, непосредственно касающиеся каждой как бы личности. Ну вот вопрос такой. Я живу в коттедже, у меня есть коттедж у нас на 2 хозяина, я не хочу переселяться в квартиру. И вы меня не переселите. Вы что, меня заставите переселиться в квартиру? Ну, никто заставлять никого не будет. Если оба соседа и оба
владельцы этого коттеджа хотят жить в коттедже, ну и пусть они там живут. Ну, есть, понимаете, некая такая вот недоговоренность у людей. Понятно, да? И считаю, что вот то, что Синегория вошло в программу аварийного жилья, это тоже хотя бы не то, что мы хотели, да? Вот люди, жители хотели по-другому. Но хотя бы, да, хотя бы, по крайней мере, вот то, что не было принято по БАМу Аяму, хотя бы вот сюда мы попали, сюда включились. Это не то, чтобы вообще ничего. А здесь уже можно вот решать эти вопросы, как-то двигаться с этим. А то, что город Алдан изменился, и Томот меняется, и то, что вот мы посмотрели и в рамках контроля, я посмотрела вот строительство Томотского психоневрологического диспансера. Он строится на федеральные деньги. И для того, чтобы работать мне с программами, с госпрограммами и заявлять какие-то объекты, я должна четко показать, что средства, которые выделяет федеральный бюджет, что они использованы, что реально объект будет введен в установленные сроки, он вводится в этом году, по соглашению он должен быть введен. Посмотрели этот объект? Да, вот в рамках контроля я обычно в региональную повестку посещаю такие вот объекты. Галина Иннокентьевна, спасибо за обширное интервью и ждем вас уже в городе Алдане. Спасибо. Думаю, что мы обязательно будем в Алдане.